А вот знаете, у меня такая рубрика, я хочу с вами познакомить деп қарапайым адамдарға көрсетіп жатқан видеоларыңыз, мысалы, халыққа өте қатты өтті. Ладно, если вы ждали, давайте скажите, с кем вас познакомить, я познакомлю. И они начинают Рональдо, Месси, и вот такое, да? А можно хотя бы там Анарбеков, знаешь, так? И они говорят, жоқ, Рональдоға звонда прямо сейчас. Время такое, когда люди стараются не общаться. Сторис посмотрел, лайкнул, и ты как будто уже пообщался. Живое общение сейчас очень сильно не хватает. Предприниматели, да, таких авторитетных, они сами уже устали, что с ними вот так вот всегда общаются. Я могу заобщаться сейчас с любым человеком. И я, наверное, тот человек, который понял свою там суперсилу, и просто я вижу на этих людей, подхожу и соединяю их, и потом они становятся лучшими друзьями. И это все можно решить правильным общением. А как правильно надо общаться, вот мы сейчас узнали у Тельмана, да? Ну, таких людей стоит либо избегать, либо подсказать. Кез келген адам сенің өміріңе жайдан жай келмейді. Вы у себя в голове что-то придумываете, все, я обиделся на него, пошел он там, еще что-то. А на самом деле он даже не обижался на вас. Менің өмірлік принциптарының біреуі негізі бұл, мен даже білмеппін, бұл нетворкингтің основасы екендігін. Қазір бізде кәсіпкерлер қарап отыр. Сізде сондай кейстер бар ма? Мысалы, осындай кішкентай бизнес айналым жасап жатты, бірақ өзінің коммуникабельный навыктарын дамыту арқылы ол сол бизнесті масштабтады. Многие ребята, кто зарабатывал 5 миллионов и перешли сразу на 100, многие сломались. Сізде қазір телефонный книжкада қанша контакты бар? У нас в ТикТоке за неделю было 45 миллионов охвата. Қазақстанда атақтылардың сіз танымайтын адам жоқ шығар енді. Нетворкердің отбасында меніңше бір айқай шу болмайтын сияқты болып көрінеді. Құрметті оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен байланыста мен, Дана Кубентаева. Бүгін бізде ерекше қонақ, бүкіл қазақстандық кәсіпкерлер, блогерлер, атақты тұлғалардың барлығымен тіл табыса алған және қазіргі таңда қарапайым тұлғаларды сондай лауазымды адамдармен таныстыратын, Қазақстанда жаңа мамандықты алып келген нетворкер, Қазақстандағы номер 1 нетворкер деп айтсам болады, Тельман Нағашбаев. Саламатсыздар, Дана, менің атым Тельман, нетворкер, кәсіпкер. Шақырғаныңызға рахмет көп. Қазақша, как правильно сказать? Буду стараться говорить на казахском языке тоже. Хорошо. Мы не осуждаем никого. Біз қазақша да, орысша да жеткіземіз. Бұл жерде тілдің маңыздылығы әрине бірінші орында, қазақ тілінің маңыздылығы. Бірақ дегенмен де әр адамның өзінің тәжірибесі бар, өзінің опыты бар. Бұл дегеніміз, бұл кісі қазақ тілін менсінбеді емес, оқып жүр, жасап жүр, істегісі келіп жүр. Тіпті осы сұхбатты қазақ тілінде жүргізейік деген өзінің ұсынысы болған. Сол себепті біз барлығын қабылдаймыз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жағдай жақсы. Бүгін как раз Оралдан туған жерімнен келдім. И сіздің подкастына түсіп деп. Сіз жалпы қазіргі таңда нарықта қарапайым адамдарды, көшедегі адамдарды атақты, лауазымды, кейде политик, кейде әнші, кейде тележүргізушілермен таныстырумен атақтысыз. Тіпті осы подкастты ұйымдастырған кезде де біздер сізді өте күшті адамдармен араласатын адам ретінде танимыз. Бұл сізде бір өмір үйреткен нәрсе ме, әлде бір туа біткен қасиет па? Өмір үйреткен нәрсе. Кішкентай кезімнен вообще не боялся ни с кем знакомиться. Наоборот, со всеми здоровался, мог познакомиться, танцып, как правильно объяснить, чтобы дальше разговаривать и общаться, знакомиться. Ну, с детства, наверное. Туа біткен қасиет. Yeah. Ал нетворкер деген мамандық негізі ресми түрде жоқ қой? Мысалы, мобилограф, контент-мейкер деген мамандықтарда осыдан бір 10 жыл бұрын, 7 жыл бұрын ол нарықта болған жоқ. Нетворкер деген мамандықта ресми түрде негізінде болған жоқ. Сіз осы нетворкер боламын деген шешімді қалай қабылдадыңыз? Нетворкинг мен болдым. Просто нетворкинг деген название, да, не было такого вообще. На самом деле, былай айтам, что бүкіл қазақтар, біздің қазақтар на самом деле все казахи это нетворкеры. Мы умеем находить выходы, знакомиться со всеми, общаться. И мне кажется, у нас в крови вот это общение, знакомство и кому-то помочь. Даже если тебя просят, если тебя не просят, мне кажется, у нас менталитет даже такой. Көмектесу керек, таныстыру керек.
бірақ дегенмен қандай алдыңда мысалы дәл қазір мына жерге президент келсе бүйтіп сжиматься етіп не істеріңді білмей қаласың ғой негізі көбіне в основном. Мысалы даже көшеде кетіп бара жатқан адам барып бір лауазымы бар адамның қасына қойып қоятын болсақ, ол адам не айтарын білмейді, тіпті амандасуды да ұмытып кетуі мүмкін. Сізде бір сондай состояние болған жоқ па? Қалай? Маған қызық осы. Болды. Осы нәрсе қызық та маған. Болды. Мен бүкіл адамдармен танысып, көп нәрселер болды. Адамдар жоқ айтты. Өте көп. Мен бізде чейр массаж деген компаниямыз болды, B2B сегмент. И 1000 компания маған жоқ деп айтты. Сол үшін просто жақсы ниет қою керек. Ішінде қалай айтсам, айту керек, что внутри себя нужно разрешить, что тебе скажут нет, и тебя это не убьет. Вот, допустим, если бір адам маған жоқ десе, екінші адам, үшінші адам, и если я буду реагировать на это, что все там обижаться на кого-то или еще что-то, или у меня не получается, почему этот человек такой, или обвинять того человека, что у тебя не получилось, мне кажется, это все дело во мне, и здесь просто надо разрешить себе, что тебе говорят нет. Это нормально. То есть это не убьет тебя, и есть другие люди, которые скажут тебе да. А вот скажите, пожалуйста, вот состояние человека, допустим, даже у меня бывает, когда я хожу на закрытые премьеры, на какие-то встречи, дни рождения, бывает такое, что люди хотят, вот не я иду знакомиться, а даже бывает так, что идут ко мне знакомиться, и в тот момент я просто не знаю, как с человеком разговаривать. Есть такое классное выражение, что Всевышний дает именно открытым людям. И если ты открываешься, мне кажется, это наоборот хорошо. И нужно быть открытым. Просто нас раньше как учили, что ұят болады, мына кісіге сенуге болмайды, ол осындай адам. И на самом деле вот этим мышлением мы себя обезопасили, как будто мы подумали, что мы себя обезопасили от этих людей, а на самом деле мы закрылись от возможностей. А как победить этот страх? Вот первый раз у вас, наверное, был такой опыт, когда... Довериться? Просто довериться себе в самую первую очередь. И довериться людям. Наверное, не реагировать так, что... Просто люди разные бывают. Могут тебя поранить, там, душевно, да, там, какие-то вещи. Но самое главное держать тоже не то что дистанцию, а просто не думать об этом с хорошими намерениями. То есть... Что бы человек ни сделал, нужно с хорошим намерением общаться, знакомиться. Если вы видите, что с этим человеком не получается, закрыться тоже можно. Как закрыться? Окей, да? Да. Просто идем дальше, но только без этих людей. А вот вы первый раз, был ли у вас такой случай, когда, с детства, да, вы говорите, что вы всегда общались, у вас это всегда все хорошо получалось. Но, скорее всего, у вас был такой момент, когда вы столкнулись с каким-то большим человеком и потерялись. Да. Вот этот момент, что вы делали? 1000 раз было такое. Хочу сказать, что в этот момент в первую очередь дрожали губы, дрожали ноги, и, наверное, я этого человека просто сам себе в голове очень сильно возвысил. И когда ты возвышаешь людей, именно в своей голове начинаешь за них додумывать, что ой, у меня сейчас не получится, он кто, я кто. И вот это сравнение, вот это все, это на самом деле все вас тянет назад. Очень важно, наверное, в общении, в знакомстве, в нетворкинге, да, бір-біріне одинаково относиться. То есть относиться... Есть такое выражение классное: ты король и все короли. То есть когда ты относишься к себе как ты король, только без эго, да, то есть без высокомерия, и относишься ты король и все короли, то общение с людьми будет намного лучше. То есть когда вы наравне общаетесь с людьми, то у вас не будет искривлений в отношениях. А когда вы общаетесь снизу, смотрите наверх, то 100% бывает такое, может, вы видите, замечаете, когда люди сразу подходят так 2 руками, там, вот это,
А потом ты видишь через 5 минут, как он с другими людьми общаешься, и ты понимаешь, что, блин, уже там маска Отталкивает. человека. Да, 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 да. Мгм. Поэтому так делать нельзя. Надо быть наравне, надо быть открытым. Просто многие, почему вот это все идет, мне кажется, многие люди сперва ставят не как человека, а как статус, что вот у него вот это есть, то есть, и поэтому надо с ним общаться только так. А на самом деле этот человек уже устал от этого, если он там, если сравнивать миллионера, там, ну, предпринимателей, да, таких авторитетных, они сами уже устали, что с ними вот так вот всегда общаются, а не надо им охота просто по-человечески поговорить. Круто, классно. А вот сейчас очень высоко оценивается капитал, как денежный, так и социальный. В вашей жизни ваш социальный Социальный капитал, капитал. как он повлиял на ваш денежный капитал? Я вообще, ну, наверное, я 8 лет работал массажистом. Я сам с города Уральска, с маленького города. И я уверен в том, что я вижу даже по другим людям, там, по своим друзьям, которые вот друзья-блогеры, да, там, которые работали там шахтерами, а сейчас они самые топовые блогеры. И мне кажется, это все общение, знакомство. Каждый человек, я просто смотрю на каждого человека, вот когда вы задали только что до этого вопрос, а как вообще с ними общаться, что им говорить, я считаю, что, наверное, у многих людей просто нет намерения. То есть они сразу не ставят намерения, не ставят цель, для чего этот человек. Я стараюсь, я могу заобщаться сейчас с любым человеком. Просто с любым. Выйти на улицу и с разными людьми просто познакомиться и пообщаться. Почему я это делаю? Потому что у меня как бы есть намерение, что у каждого человека я могу научиться чему-то. И когда вы ставите намерение, что каждый человек вас научит чему-то хорошему, да, и точно у вас общение будет с ним очень хорошее. Ну, то есть знакомство будет хорошее. Какие-то впечатления оставите, он оставит какие-то впечатления. И даже если вы не будете дружить, то в следующий раз на каких-то мероприятиях или просто в аэропорту, там, в поезде, если вы его встретите, то 100% вы будете с ним разговаривать. Мгм. Знаете, вот такой вопрос вот по поводу аэропорта, поезда. Вот часто бывает такое, что вот едешь где-то, и, ну, по своему опыту я знаю, мне пару человек так говорили, вот мы на тебя со стороны смотрим, хотим подойти, но кажется, как будто ты сейчас нас отошьешь, там, пошлешь или не обратишь внимания. Я говорю, ну почему вы не подошли? Они говорят, ну не знаю, побоялись. Вот что можете посоветовать таким людям? Первое, это, наверное, не бояться. А во-вторых, я же говорю, это самое главное, это нет намерения, что если вы ставите... Я всегда, знаете, как... Я вообще каждый месяц выписываю людей, с кем я хочу познакомиться. Прям вот это моя с 9 класса, наверное, то, что вот меня утвердило, ну, как бы сделало твердым, я всегда пишу с кем-нибудь. Вот даже если в Инстаграме кто-то популярный выходит, либо предприниматель, который проявляется, выходит в соцсети, я сразу на него подписываюсь и говорю, так, все, надо с ним познакомиться. И знаете, когда намереваешься, что ты хочешь дружить с этим человеком или общаться, то у тебя уже в начале, если хорошее намерение, то если ты его встретишь, 100% у тебя не будет в голове то, что, блин, а что я ему скажу? То есть я всегда, если ставлю намерение, если я этого человека встретил, то у меня сразу есть такой ответ, что, ну, Всевышний мне отправил этого человека, то как я могу его сейчас, как бы, понимаете, да? Да. Ну, то есть, мне кажется, здесь просто не надо додумывать до чужого человека, да? Конечно. Просто надо Просто, общаться, да, знакомиться. мы же много любим Никто не съест. додумывать. Да. А вот вы знаете, вот по поводу капитала, вот денежный капитал и социальный капитал. Сейчас время такое, когда люди стараются не общаться. Типа там
Ну, сторис посмотрел, лайкнул, и ты как будто уже пообщался. В живое общение сейчас очень сильно не хватает. И я вот замечаю, что вот даже на предпоказах, на каких-то мероприятиях, вот все блогеры пытаются между собой сделать такой, знаете, контент, снять там с этим видео, этим видео. И иногда это кажется, как будто это для какой-то выгоды. И, ну, честно говоря, я сама лично боюсь от этой картины. Я боюсь быть использованной и боюсь использовать других людей. Часто, когда замечаешь на таких мероприятиях, ну, лично я себя чувствую так чуть неловко. Я не хочу, даже когда мне говорят, типа, давай совместный там пост закинем, я говорю, окей, но от меня это не исходит, потому что я боюсь, как будто бы я использую этого человека. В этом Могу случае... сказать, Мгм. да. Первое, ну, я вас не буду учить, но хочу сказать, что, наверное, это все от того, что многие люди, опять же, страх, да, что, блин, а что я могу дать этому человеку? Ну, вот примерно, да. Вот не надо, когда вы видите там какого-то, ну, там, авторитетнее вас там, или выше вас там, человека, и если у него что-то просить, ну, кто-то вот просит, и думает, блин, а что я ему дам? Я хочу сказать, что в ответ очень важно, есть классное такое, что вот я когда, допустим, знакомлюсь с такими людьми или прошу о чем-то, я говорю про себя, что если, ну, придет время, когда придет время, что мне нужно дать этому человеку, я точно его не предам, я дам ему. И вы знаете, Обмен. да, да. Мгм. Это опять же внутреннее намерение. У нас в основном, вам так скажу, что на самом деле люди вообще могут думать вообще о другом. А вы себе там нарисовали, что, блин, а что я ему дам, а что он это, а что он мне даст. И вот это все ваш мозг просто делает так, что в оконцовке ну, вы умный оказываетесь. Ну, можете быть умный, только один, ну, без друга. Понимаете? А здесь надо, наоборот, включить чуть такое сердце, общаться с ними, знакомиться. Ну, когда от сердца исходит, человек это чувствует. На самом деле человек за 2 секунды понимает, кто ты, что ты, именно по твоим жестам, по твоей одежде, по твоей манере, по твоему разговору примерно понимает, блин, нужен мне такой человек или нет. Стоит мне с ним дальше общаться или нет. Ну, вот такие вещи. Это, получается, интуитивно же идет, да? Да, Мгм. А вот, знаете, самый большой интроверт, он может научиться нетворкингу? конечно, конечно. Давайте я вам даже скажу. Вы, наверное, заметили, вы общаетесь с айтишниками? Нет. Нет? Нет. Вы заметили, что если взять предпринимателей, которые каждый день там кто-то, как сказать, у кого-то производство или у кого-то там в продажах или еще что-то, у них нет инвесторов, а они все экстраверты. Ну, то есть они умеют договариваться, общаться, продавать, там могут, которые не продается, они могут продать, да? Но если взять рынок, даже аудиторию айтишников, это супер интроверты, но они, я не знаю, как у них это получается, они по 100 миллионов долларов, по 10 миллионов долларов привлекают инвестиции. Молча. Молча. Мгм. Понимаете? Мгм. И я в шоке вообще. Я, вот сегодня как раз и будет айтишная тусовка, а там Аузашар. Тусовка, говорю, Аузашар. И вот они позвали, и я там в шоке от этих людей, как они вообще привлекают инвестиции. Молча, но они классно разговаривают. То есть только по факту. То есть нету, По сути. по сути. Да? Мгм. А вот человеку, у которого уже есть деньги, как развивать? Вот есть у человека денежный капитал, как теперь развивать социальный капитал? Опять же, открыться, общаться, знакомиться. На самом деле, хочу сказать, что есть много классных историй, где даже там состоятельные люди, они сами нуждаются именно в разговоре, в общении, постоянно они... И потом все равно есть много людей, которых, ну там, допустим, не буду говорить всех, есть ребята, которые думают, что от них нужны только деньги. Да нет, иногда человеку не нужны деньги. Человеку просто хочется пообщаться, познакомиться, обсудить какую-нибудь тему, с которым
бывает такое, что ты не знаешь человека, но ты можешь ему всю жизнь рассказать, потому что ты понимаешь, что завтра ты его не встретишь. Есть такое же? Ну вот. И не зря же говорят, человеку нужен человек, это 100%. Короче, формула просто не париться. Да. Как я поняла, да? Да, да. Блин, круто, классно. А то мы же любим додумывать, придумывать, накручивать. Каждый раз, когда думаешь, даже когда сообщение пишешь, думаешь, вот он, наверное, сейчас вот так думает и так думает. А формула просто простая. Если хотите собрать социальный капитал, просто не додумывайте для чужого человека. Конечно. И нужно все равно в нетворкинге тоже вот классно есть не то что выражение, а есть очень важно, когда вы общаетесь с людьми, очень важно там тоже научиться правильно общаться. Правильно общаться — это, наверное, люди больше всего триггер, понять вообще, какой у людей триггер. Люди боятся, когда у них что-то просят. Ну, это же так. Да, да. Когда ты говоришь «помоги», все же это, ты говоришь, не буду помогать. Ну, как бы, да? Зачем мне это? Да. Мгм. А когда ты говоришь, слушай, я только начал свое дело, я точно знаю, что оно выстрелит, а мне нужна твоя поддержка. Вообще по-другому. Понимаете? А когда говоришь, блин, брат, не знаю, что делать, помоги. Вот начал свое дело, ну, не знаю, что-то не получается. Но никто помогать не будет. Ну, то есть никто не будет поддерживать. А когда ты говоришь, блин, я точно верю в свой продукт, верю в себя, ну, нужна твоя поддержка, я точно знаю, что мой обмен не нарушится. Ну, как бы, и все. А вот когда вы общаетесь, допустим, с предпринимателем, либо политиком, либо блогером, ну, то есть это же 3 разных сегмента, каждому есть свой подход или эта формула идет для всех одна? Для всех одна. Мгм. Просто человечность и все. Мгм. Просто кто-то реально стесняется. Я вот очень много хожу на разных мероприятиях, вообще не пропускаю, мне нравится вообще жить в этой жизни, ну, в плане не то что тусовок, я на тусовки вообще никакие не хожу, в плане там клубы, там еще что-то. Но мне нравится ходить на тусовки, где одни предприниматели. И я прям вот обожаю это. И я вижу, как, допустим, даже некоторые там, ну, брать блогеров, предпринимателей, и они вроде бы лайкают друг друга, но они не могут подойти. И, наверное, Очень знакомо. да. Да. И я, наверное, тот человек, который ну, понял свою там суперсилу, и просто я вижу на этих людей, подхожу и соединяю их, и потом они становятся лучшими друзьями. Блин, классно, круто. Вот буквально вчера я встретилась с другом, он мне рассказывает, говорит, тебе нужно с людьми общаться, тебе нужно в свет выходить, ты сколько можно сидеть дома? Ты, говорит, как имам, который сидит в мечети и говорит только туда. Если ты выйдешь, есть целый город. Эти слова, они для меня прозвучали, как будто, вот знаете, вот щелчок, свет такой включился, типа, выходи, делай, что-то такое. Ну вот знаете, здесь больше лежит психология человека или желание лежит? Мне кажется, вообще психология, не знаю, как будто нет вообще психологии там. Ну вот богатое мышление, типа люди же говорят, типа, чтобы у тебя было богатое мышление, ты должен общаться с такими-то Да, людьми, там да. то-то, то-то. Смотря, да, куда ты идешь и кем ты хочешь быть. То есть вот оттуда, наверное, все идет. Вот, допустим, у меня есть и такие друзья, и такие друзья. А есть друзья, которые я там уже 20 лет дружу. И им ты начинаешь рассказывать про тех друзей. Им вообще это неинтересно. Они хотят просто с тобой посмеяться, как раньше, 20 лет назад. И у каждого Да. свое видение, свой Да, мир. понятно, что ты там вырос, там что-то. Но есть люди, которые старыми друзьями дружат, потом начинают дружить с другими друзьями, и потом начинают учить своих друзей, что надо Вот жить так, как-то. надо вот так. Мгм. Да. А на самом деле, если ты хочешь быть супер номер один именно в коммуникациях, ты должен уметь там баланс держать и здесь баланс держать. И мне кажется, это круто. То есть ты там видишь, у предпринимателей они все достигаторы, все хотят чего-то достичь, там машина, еще одна машина, третья, и вот так, вот так, вот так. А потом ты возвращаешься к своим старым друзьям, а ему говорят, да мне этого не нужно. Мне нужно вот я пойду в мечеть схожу, помолюсь, там семья самое главное, там дети здоровы. И ты думаешь, вау, круто. Ну, типа, ты когда к ним идешь и думаешь, блин, реально, почему я это забываю?
Это же тоже классное такое событие, когда, ну, там, қадірін түсінесің, да, там, как правильно говорят, и думаешь, вау, круто же, что он это тоже, ну, как бы, научусь у него этому, чтобы ценить реально свою семью, любить ее, потому что, мне кажется, есть такое у предпринимателей, что мы всегда в какой-то гонке, нам все мало, 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 хотя, если посмотреть лет 10 назад, о чем ты мечтал, тебе Всевышний в 1000 раз больше дал, о чем ты мечтал. И просто мы об этом на самом деле уже давно забыли. Просто нужно оглянуться назад. Ну, назад тоже можно посмотреть, но только не надо в глубину уходить, а просто там типа сказать, о, я когда-то там... Прикольно. А вот было ли у вас такое, что вы отказались от какого-то круга общения в связи с неправильным нетворкингом? Да, 100%. Было Много такое. такого было. А каких вот людей стоит избегать? Ну, интриганты, наверное, больше. Интригант? Да, и те люди, которые на самом деле не умеют слушать. Я считаю, что вы поймите, здесь нет в нетворкинге, есть такое. Да, общайся со всеми, но формулируй классное себе окружение. Вот, допустим, у меня есть там друзья, там 10 человек, 15 человек. И я точно знаю, когда есть, ну вот вы, наверное, сами по жизни видите, вот вы с каким-то человеком пообщаетесь, он вас так заряжает. Типа его амбиции, его там желание там вырваться, да, вот это все. И оно реально заряжает. Есть такие люди. И я стараюсь тоже такими людьми себя окружать, чтобы дальше идти вперед. Чтобы, как сказать, научиться не жалеть о том, что я чего-то не достиг. Интригант, вот вы сказали, Да? давайте раскроем эту тему. Давайте. Именно какой тип людей это? Ну, это те люди, которые вроде бы улыбаются вам, а на самом деле, ну, не искренне с вами. И те люди, которые, ну, завидуют, наверное, больше. Те люди, которые не до конца, то есть, вроде кричат и говорят, что ваш друг, а на самом деле, ну, не друг, да, там. Предатели. Ну, можно так сказать. Я не знаю, предатель он, не предатель, но имеется в виду, есть же такое, что вы же тоже в своих силах не сомневаетесь, вы же в своем сердце, там, в дружбе, в своих знаниях, вы же тоже не сомневаетесь. И когда вы вкладываете, на самом деле каждый человек – это вклад. И когда вы вкладываете свое время, свою энергию, свою улыбку, свое, я не знаю, все, да, и если этот человек не дал то, что вы хотели, ну, там же понятно все тоже. Ну, в общем, не получился энергообмен. 100%. Таких людей стоит избегать. Ну, таких людей стоит либо избегать, либо подсказать. Может, его не воспитали так, чтобы он понимал это. Ну, это тоже важно. Потому что ваши ожидания вот такие, у него такие. И здесь уже идет искривление. И мне кажется, надо просто разговаривать, говорить, слушай, мне вот это не понравилось, на самом деле, я вот сделал вот столько-столько. Я не измеряю нашу дружбу, но мне тоже бы хотелось бы от тебя какую-то обратную связь именно в отношениях доброты. И нужно говорить. Раз сказал, два сказал, если третий не сказал, ну, все. И стараться тоже так не резать. Я тоже, тоже там на опыте могу сказать, что я тоже резал, потому что не понимал, как договариваться. А потом научился потихонечку. То есть общение. У нас же обычно, менталитет же такой, типа, и все, папах, и все. И на две стороны уходит. Потом через какое-то время все-таки, я считаю, что мы народ очень добрый. Через какое-то время, год пройдет, 2 пройдет. И я часто наблюдаю даже в интернете люди, которые там в сторисах друг друга материли, через какое-то время очень хорошо дружат. Мне кажется, это в силу нашего менталитета, с одной стороны. И с другой стороны, все-таки по мне любой спор, любая ссора, она может быть обсуждаемой, и это все можно решить, в принципе, правильным общением. А как правильно надо общаться, вот мы сейчас узнали у Тельмана, да?
Күшті, классно. Мен Можно на үшін... казахском, да? Теперь на казахском. Теперь на казахском. Нет, хотите, могу на русском продолжать, если хотите. Нет, можно и так, мне нравится. Просто кішкене араластырайын деген ғой. Араластырайық. Сіздің өміріңізде, мысалы, мен сізді бақылап жүргеніме 2 жылдай уақыт болды. Ең бірінші рет 2024 жылы бір мероприятияда сізді нетворкер ретінде шақырған. Сол жерде сіз нетворкинг туралы құнды ақпараттар бергенсіз. Сол уақыттан бастап, шыны керек, мен блогымда басқаша ашыла бастадым. Сіз мүмкін ол моментте мені байқамаған шығарсыз, көрмеген шығарсыз, мүмкін, көп адам болды өйткені, ол жерде. Бірақ сол жерде алынған ақпараттардан кейін мен адамдардан қорқудан, адамдардан шошудан және әрдайым өзімді бір алшақ ұстаудан бас тарттым. Телефон номерін алуға болады, жазуға болады деген миыма установка кіргіздім. Сол уақыттан бастап, ол жерде енді задание болды ғой, сіз айттыңыз ғой, жаңағы қасыңда отырған адаммен телефон алмас деп. Сөйтіп сол жерде бір қызбен телефон алмасып, одан кейін ол қызбен жұмыс жасасып, өте күшті нәрселер болды. Сол себепті мен ойлаймын, өмірде кез келген адам сенің өміріңе жайдан жай келмейді, кез келген ситуация жайдан жай болмайды. Тіпті сол жерге сіздің келуіңіздің өзі ол Алладан келген бір белгі деп білдім да. Енді сол жерде жүрген кезде мен сізден байқадым, ол кезде 50 000 подписчигіңіз бар еді. Ол кезде мен шыны керек сізді танымайтынмын. Бірінші көргеннен, жаңа өзіңіз айтқандағыдай, адамның 2 минутта қандай екендігін көруге болады дедіңіз. Сол сахнаға шыққан кезде мен әлі есімде, келіп қыздарға да оны айтып бергем. Өстіп 2 минутта адам сөйлеген кезде андай миыңдағы керек емес ақпараттар өзгеріп кетеді екен, Енді мысалы қазір бізде сторис, рилс, жаңалықтар өте көп дүниелер, андай шлак қой, былайша айтқан кезде. Мен өзім кейде инстаграмға кіремін да шаршап кетем. Осындай сәттерде мысалы ешкіммен сөйлескім келмей қалады. Вот мен жұмыс жағына келген кезде өте ответственный, жауапты, жаңағыдай барлық детальдарды жасауға, адамдармен араласуға, ал достық қарым-қатынасқа келген кезде андай адамдардың алдында бір қоршау қоюға тырысамын. Жұмыс жағында менде бәрі окей. Сіздің жаңағы неңіз, мастер-классыңыз өте жақсы әсер етті оған. Ал достық қарым-қатынасқа келген кезде адамның өзінің ішкі құндылықтары болады. Біреуді жақын тартасың, біреуді керісінше алыстататын сияқты. Сіздің өзіңіздің бір өмірлік принциптарыңыз бар ма? Мен мысалы мына адамды жақын тартам, потому что оның жүрегі кең, ол щедрый, ол там отметкаға щедрый деген сияқты. Поступки, наверное, больше всего. Поступки ваших друзей. Именно. Я еще раз хочу сказать, что на самом деле все идет вот отсюда. Как вы чувствуете? Если вы чувствуете, что этот человек плохой, значит он плохой. Если, мне кажется, на жүректі никак не обмануть нельзя, короче. Вот как чувствуешь, я не знаю, в это кто-то верит, кто-то не верит. Но я вот чисто стараюсь, я сразу вижу, стоит, не стоит. Даже если у вас не получилось, и потом вам сказали, тебе вот надо было, на самом деле ничего не надо было. То есть все, что твое, оно от тебя никогда не уйдет. Вот если ол сен адам болса, все, Алла қалауымен ол сен адам болады. А мы же вот так начинаем там сами двери открывать, что-то там человека заставлять, чтобы он тебя полюбил. Керек емес дүние. Да. Блин, күшті, классно. А то мысалға жаңағы ситуацияға оралайықшы. 2022 жылы сізді бірінші рет кездескен кезде нетворкер, сіз шықтыңыз сахнаға и сразу. Менің атым осындай, мен нетворкермін. Болды, вопрос жоқ, сен кімсің деген самопрезентация. Да, очень важно. Бұл адам өміріндегі ең маңызды факторлардың бірі ғой. Көрермендердің арасында өзін өзі таныстыра алмайтын оқырмандар өте көп. Өте көп. Қандай да бір кездесуге барса, жұмысқа тұрса, бір отырысқа барса, жаңағы өзін таныстырудан ұялатын, қысылатын, или өзіңді таныстыр десе, мен осындай едім, осындаймен айналысатын едім, деп, бесконечно, Адам өзін қалай дұрыс самопрезентация жасау керек? Работать над самопрезентацией. На самом деле я прям рекомендую ходить на ораторские искусства, либо
Сейчас есть чат GPT, да, есть много информации именно в интернете. Каждый день перед зеркалом прям отрабатывать. Атың кім, қай жерденсің, какая у тебя там суперсила, да, чем ты можешь быть полезнее. Потому что каждый человек, я же еще раз хочу сказать, что это знание, это нам Всевышний вот дал нам вот жизнь, умер верь, да, и за вот эти года он каждый промежуток нашей жизни, начиная там с садика, начиная с школы, института, работы, проекты, и Всевышний нам дает этих людей. И на самом деле вот нужно с этими людьми, эти люди — это знания. И когда к тебе приходят эти люди, очень важно принять эти знания, чтобы дальше идти. И я отношусь вот к жизни именно так, что каждый человек — это какой-то опыт того. Вот, допустим, многие люди там боятся каких-то трудностей, да, они говорят, сынақ келеді, все, мен там тұра алмаймын, маған қиын. А на самом деле за вот этим трудностью его делает сильнее на самом деле. И он, получается, выходит еще больше на какой-то уровень, где он может уже к этим, как сказать, к этим проблемам уже не относится так, как раньше. Вот, допустим, нам в жизни приходят какие-то проблемы, мы на них смотрим, как вот, я не знаю, на что-то такое, да, страшное. А когда мы его проходим, и проходит время, там, год, и мы когда даже вспоминаем именно эту ситуацию, мы смеемся. Есть такое же? Да, да, да. И также в отношениях тоже так же. То есть с людьми бывает такое, что просто многие люди начинают, как вам сказать, кто-то в себе держит, кто-то не выговаривает, кто-то обижается. Ну, люди разные. И кого как воспитали. И здесь, если ты научишься с каждым человеком там находить такой подход, да, там, или сразу же свои границы какие-то выстраивать, объяснять человеку, что меня не так воспитали, меня воспитали вот так. Если ты хочешь вот так, ну, иди сам так, но я так не пойду. То есть, если вы будете постоянно проговаривать это в отношениях, то у вас вообще в голове не останутся вот эти, знаете, блин, оно адам қалай екен, а онда ренжінді ма, ренжиген жоқ па. На самом деле ему уже пофигу до вас, ну, как бы, извините, как бы, да. И он уже забыл вообще за что. Вот я видел один рилс классный, вот прям очень сильно меня задел. Сидят два друга, ну, вот так, гости, и они сидят, поздравляют там с днем рождения, и один ему говорит: слушай, я сейчас вот смотрю, как друг тебя поздравляет, у тебя что там такая искренность, любовь, и вы так друг друга там высказываете, говорите, дружите. На самом деле я хочу сказать, что я дружил 20 лет с моим другом, и мы просто из-за мелочи расстались, и прошло время, и мы на друг друга обиделись. А потом я что-то вот так вот соскучился по нему, звоню ему, а его, оказывается, уже нету живых. То есть такие моменты, иногда человек просто не из-за ситуации даже, а из-за того, что вы у себя в голове что-то придумываете, все, я обиделся на него, пошел он там, еще что-то, и все. А на самом деле он даже не обижался на вас. Просто надо было встретиться, переговорить быстро, из-за чего мне так не нравится, а тебе так нравится. Все, давай дальше идем, все, идем дальше. И все. А мы начинаем там обижаться и закрывать двери. Я считаю, что вот Всевышний нам дает разных людей, и нужно, наоборот, выстраивать отношения, учиться у этих людей дальше и дружить еще больше. Потому что я же еще раз говорю, что нас учили, типа, доверяй только этому не доверяй. А на самом деле надо доверять, учиться всем. Если ты в жизни доверяешь, благ много же. Да, я тоже так считаю, потому что бумеранг
То, что посеешь, то пожмешь. Өзің істегенің өзің алдыңа тура келеді. Менің өмірлік принциптарымның біреуі негізі бұл, мен даже білмеппін бұл нетворкингтің основасы екендігін, бірақ та шынымен де солай. Бір адамға жақсылық жасасаң, ол саған 3 есе қайтады. Сол себепті бірінші адами құндылықтарды алдыға қою керек, содан кейін өзіңе, Құдайға сену керек, одан кейін айналаңдағы қоршаған ортаға да сене білу керек. Маған сіздің жұбайыңызбен қарым-қатынасыңыз қатты ұнайды. Сырттан қараған кезде бір өте үлкен бір гармония сезіледі, бір отбасыда тыныштық сезіледі, иә. Нетворкердің отбасында меніңше бір айқай-шу болмайтын сияқты болып көрінеді. Айқай-шу бүкіл семьяда болатын сияқты. Нетворкингтің күші арқылы осы үйдегі жанжалды шешу сізге қаншалықты жеңіл, немесе оның кері сәттері де бар ма? Мысалы, сіз әрдайым бір мероприятияларда жүресіз, әрдайым отырыстарда жүресіз, мысалы, иә, сіз барлығымен араласасыз, оның бәрі уақыт, тем более Алматыда ол жол, ол қаншама уақыт. Баланс жоқ бізде. Баланс жоқ, просто вот Мадина бәрін түсінеді, что мен офиста отыра алмаймын. Менің вообще моя жизнь, наверное, заключается именно в том, чтобы договариваться, общаться, знакомиться, знакомить. И я не могу в офисе. И вот если меня, я не знаю, кто-то захочет там, я не знаю, убить или еще что-то, я точно знаю, меня просто надо в одну комнату закрыть. Я сам там. Суперсила в том, что я вот люблю общаться. И Мадина это понимает. Ценит, что я без этого не могу. У меня даже, если я там долго сижу дома или еще что-то, у меня настроение падает. Ну, это так и есть. Да. А если я там иду, что-то делаю, мне кажется, каждый мужчина, он же добытчик, он должен быть больше в поле, я так считаю. Ал осы әйеліңізбен бір қандай да бір ұрыс болып қалған кезде компромиссқа қалай келесіздер? Компромисс. Ондай жоқ, как есть десеңізші. Нет, разные, есть. Ну, бывает, надо разговаривать. Бұрында у нас, мы же вместе работаем. Когда, там, допустим, муж и жена вместе работают, там вообще еще как бы тяжелее. Почему? Потому что вроде ты как руководитель не так донес информацию. Ну, там, поругал, там, еще что-то. Домой приходишь, и там, без ужина можешь остаться, да? И вот такие вещи тоже происходили, на самом деле. И, ну, то, что дома, это дома. И просто хочу сказать, что надо разговаривать постоянно. В семье тоже сол принциптар. Сөйлесу. Всегда сөйлесу керек. Любое, ну, типа, вот мне не понравилось, мне вот это, мне то. Мы раньше не делали так, а сейчас стараемся. И ол отбасылық жағдайдың балансын, качествосын көтерді ме? Отбасылық өмірдің? Качество бывает сразу, и очень важно, что понимание друг друга, наверное, еще больше, доверие будет. Потому что бывает такое, что, допустим, опять же, в голове ты обиделся, не высказал, уснул, на следующий день уже другой день, другой мир, да, там уже басқа өмір, да, өмір сүру керек, и ты просыпаешься с обидой, и опять все повторяется. Ну, вот это. Поэтому надо общаться. Любой мәселені общение, сөйлесу, әңгімелесу барлығын шешеді. Осы әңгімелесу, сөйлесу, бір решение табу, инвестиция тарту деген сияқты тақырыптар бүгінгі күні ең актуальны. Меніңше қазір коммуникабельный адам, ол бай адамға қарағанда әлде қайда востребованы, и әлде қайда оның потенциалы жоғары деп ойлаймын. Мысалы, қазір бізде кәсіпкерлер қарап отыр. Шағын бизнесі бар, товар сататын, болмаса кішкентай блогын жүргізетін, әйтеуір бір алдыға ұмтылып жүрген жандар көріп отыр. Ол адамдар бізде қазір осы выпускты көріп отыру арқылы әңгімелескім келеді, сөйлескім келеді, бизнесімді өсіргім келеді. Сізде сондай кейстер бар ма? Мысалы, осындай кішкентай бизнес айналым жасап жатты, бірақ өзінің коммуникабельный навыктарын дамыту арқылы ол сол бизнесті масштабтады. Конечно, өте көп адам. Ондай адамдарға не жетіспеді? Давайте я вот так скажу. На самом деле, вот еще раз хочу сказать, что когда ты общаешься с разными людьми, ты заходишь в его мир. У тебя, когда ты живешь своей жизнью, ты думаешь, что только так надо жить.
А когда ты общаешься с этим, и видишь, как они живут, ты уже, так как ты живешь, ты уже не захочешь так жить. Понимаете? И многие предприниматели стараются в кругу предпринимателей общаться. И они говорят: слушай, ты вот сколько бизнес делаешь, ты ни разу там не привлекал инвестиции. Ты на свои деньги. Мы же понимаем, что деньги – это скорость. Там, чтобы конкурентов уронить, да, там, или там, стать номер один, там, еще что-то. И это все деньги нужны, это ресурс. И многие люди, кто взял, допустим, привлек инвестиции, надо общаться с такими. Вот, допустим, я всегда говорю, что многие ребята видят там, допустим, очень крутых предпринимателей и сразу начинают с ними общаться. Я им говорю: ты подожди, вот ты сколько зарабатываешь? Он говорит: я там 5 миллионов зарабатываю. Я говорю: тебе надо сколько сейчас? Ты же сразу 100 не будешь зарабатывать? Он говорит: нет. Я говорю: вот чтоб ты не сломался, потому что бывают и многие ребята, кто зарабатывал 5 миллионов и перешли сразу на 100, многие сломались. Вот прям вот честно. Кутирал, да, как правильно говорят. И поэтому надо стараться, вот, допустим, если ты 5 зарабатываешь, переходи на 10. И также в отношениях. Допустим, идешь к предпринимателям и говоришь: слушай, ты сколько зарабатываешь? Он говорит: 10. Ты не мог бы поделиться, как мне дойти до 10 миллионов? И все, и он объясняет. Это бизнес. Степ-бай-степ. Да. И я стараюсь тоже так, когда знакомить, я стараюсь слушать, говорю: тебе туда точно не надо. Они многие там говорят: вот мне нужен вот этот миллиардер. Я говорю: тебе он не нужен. Тебе нужен біздің қарапайым бала, который занимается вот товаркой, там, Хайрат. Иди к нему и пообщайся с ним, как он заработал 10 миллионов. И ты все поймешь. А потом придешь 20, 30, 40. А вот квантовый скачок. Да. Вот, допустим... Я верю тоже в это. Да, вот квантовый скачок – это когда ты зарабатываешь 5 миллионов и резко ты стал миллионером, да? В этом случае как? То есть там, окей, понятно, там типа... Или это удача? Неудача. Это труд. Это труд. У меня есть знакомый, который там, до 30 лет зарабатывал 500 тысяч тенге всегда. Потом в какой-то момент, там, 32, он просто зашел в проект. Но он, чтобы вы понимали, до 30 лет он терпел, каждый день верил, да, шел к этому. И потом просто у него там пару сделок, и он открыл 2 завода. И он сейчас миллиардер. Но он шел к этому сколько. Вот, допустим, мы же тоже как бы были там студентами, да, юными там ребятами. Мы тоже каждый день мечтали, хотели, да, там, приехали там, я там за 3000 километров приехал. Вы там тоже, да, сколько-то там километров приехали. Ради чего? Ради успеха, чтобы добиться, доказать себе. За хорошую жизнь. Да, доказать там. Кто-то от боли двигается, кто-то от доказательства двигается, кто-то наоборот просто уже хочет хорошо жить. Это нормально, и надо просто идти, и все. Күшті, классно. Вот сізде қазір телефонный книжкада қанша контакты бар? Сейчас у меня 2 телефона на самом деле. Здесь где-то... Әрқайсында 100 мыңнан десеңізші. Жоқ. Мына жерде бір 5 мың, я могу посмотреть даже. Маған сіздің жаңа арбатта кетіп бара жатып, любой адамға, оның статусына, ақшасына, ол миллиардер ма, ол политик ма, бәрібір. А вот знаете, у меня такая рубрика, я хочу с вами познакомить, деп, қарапайым адамдарға көрсетіп жатқан видеоларыңыз, мысалы, халыққа өте қатты өтті, жылы, андай, қаншама адамның арманын орындап жатырсыз да, былайша айтқан кезде, адам мен адамның арасында көпір болып тұрсыз. То есть вы мостик между людьми, да? Вот деньги, как пришли, как это правильно сказать? Деньги приходят. Осы көпір арқылы, осы көпірді мен өзіме бизнеске айналдырам, ақшаға айналдырам деген андай бір решение болды ма? Да, могу сказать. Давайте я вот сейчас в первую очередь расскажу про эту рубрику. На самом деле эту рубрику придумал наш друг Адика деген. Я знаю. Да. Вот он ее придумал, я ему очень благодарен. Потом подсказал, можно сказать, подтолкнул. Тоже есть ребята, блогеры наши. И я понял, почему эта рубрика вообще пришла. Эта рубрика пришла от намерения того, что на самом деле мы в этой рубрике показываем молодежи, что нету выше людей. То есть ты можешь, это тоже люди,
И ты можешь с ними тоже пообщаться, познакомиться. И у тебя тоже в этой жизни могут быть такие друзья. Понимаете? И когда с таким намерением мы пришли к этой рубрике, эта рубрика просто, весь Казахстан просмотрел. У нас в ТикТоке за неделю было 45 миллионов охвата. И мы такие, вау, круто, круто. Мы продолжали знакомить. Сейчас мы тоже будем дальше знакомить. Я отдыхал 2-3 месяца, собирался, потому что это тоже такая ответственность, работа. А были люди, которые отказывали? Да, конечно. А там Много что людей. делали? Просто других людей? Да, просто других людей выбирал. Были прям люди такие, типа блогеры даже были, там, которые говорили, там, типа, не, мне такой не надо. Я сказал, ладно, окей. То есть это нормально. Я же говорю, мне без разницы. Я потом ему говорю, слушай, этот человек как бы отказал, я прям как есть правду говорю этим людям, говорю, этот человек отказал, ничего страшного, а еще с кем бы ты хотел? Он говорит, вот с этим. Я говорю, да, давай, позвоним. А откуда вы берете эти контакты? У меня есть эти контакты, у нас пиар-агентство свое, и также я всегда любил там знакомиться, выходить на какие-то выходы, что-то решать, что-то делать, и мне это нравилось. Вот у меня осет друг, я даже могу кейс как рассказать, у нас осет друг, и он говорит, познакомь меня с Даней Молодым, который по Counter-Strike, да, там он сейчас популярный парень. Я такой думаю, хорошо, познакомлю. И у меня сразу мозг начинает работать. Так, надо познакомить. И у нас вообще вот эти видео, постановок не было, постановки, там еще что-то. Вы прям моментально, да? Мы моментально за 5 минут старались решать этот вопрос. И я смотрю, подписываюсь на этого Даню Молодого, смотрю на подписки его, кто на меня подписан из его подписчиков. И там был подписан один парень из Семипалатинска. Я ему звоню, говорю, слушай, а ты Даню знаешь? Он говорит, да, знаю. Я говорю, а ты можешь номер поделиться? Он говорит, да, могу. Все, он номер дает, я звоню этому Дане Молодому, говорю, слушай, давай обрадуем этого человека. Он говорит, все, вообще без проблем. И все, и вот так вот выхожу, и на самом деле, когда мы вот эту рубрику снимаем, у меня еще больше энергии приходит. Потому что это вам нравится, Да. Это вас зажигает. Да. Айналып келгенде негізі құрметті оқырмандар, меніңше мен қазір 1 сағат көлемінде Тельман мырзаны тыңдап отырмын, және айналып келгенде ол бір-ақ нәрсе, адамның ниеті. Сенің ниетің дұрыс болса, сенің мына жағындағы өміріңдегі, былайша айтқан кезде қазіргі тілмен экосистема дұрыс жүзеге асады. А егер сенің бастапқыда ниетің дұрыс болмайтын болса, бұл экосистема өкінішке орай дұрыс бағытта жүрмейді. Дәл қазір сізде таныс бар, номерлар бар, миллиардер, кәсіпкер, политик, блогер, Қазақстанда атақтылардың сіз танымайтын адам жоқ шығар енді деп ойлаймын мен. Я думаю, есть люди, с кем я еще не знаком. Я сейчас начал новую рубрику, где я подхожу, допустим, блогерам, предпринимателям и говорю, слушай, как ты думаешь, с кем я не знаком из твоих знакомых? И ол маған айтады, вот этот человек, и я иду знакомлюсь. А вы уже со списка сбились и начали жан-жақтан сұрауға, да? Да. Классно, күшті. Теперь наоборот у нас будет вот так. Типа я буду подходить людям и говорить, то есть знаменитым ребятам, и говорить, слушай, как ты думаешь, ты знаешь, что я нетворкер, как ты думаешь, с кем мне надо познакомиться? И он говорит, ты же этого не знаешь? Он говорит, нет, все, иди знакомься. Теперь колесо крутим в обратную сторону. В обратную сторону. Классно. А вот давайте представим, если сейчас весь ваш опыт этот пережитый, какой-то момент отняли. То есть представим ваше то нулевое состояние, когда вы еще не были так известны. Ваши первые действия. Что вы будете делать? Буду так же, как старался дальше знакомиться, наверное, с этими людьми. Заново. Повторите. Повторю. То есть сіз өзіңіздің жүріп өткен жолыңызды қайтадан қайталауға дайынсыз? Дайынмын. Круто, классно. Сізге көптен көп рахмет. Сізге рахмет. Подкастқа келгеніңіз үшін рахмет. Және де дәл қазір енді соңғы сұрақ, көрермендерге кеңес. 3 топ өзіңіздің кеңесіңіз. 3 кеңес.
развивайте нетворкинг, развивайте контакты в телефонах и бережно относитесь к этим контактам. Допустим, есть разные ситуации, когда приходят какие-то испытания в жизни, снах, да, и ты не знаешь, как это решить. На самом деле не надо уходить в себя. Есть телефон, можешь набрать любой контакт, попросить совета и попросить посмотреть мнение человека на эту ситуацию, и ты сразу решишь свой вопрос. Это, наверное, первое. Второе, оставаться человеком 100%. Как бы что ни было, всегда адам болу керек, потому что я сейчас, если в философию уходить, жизнь не так длинна, да, не так, короткая жизнь, поэтому надо оставить такой классный след о себе и стараться оставаться человеком 100% и делать всегда историю. Что, керемет. И третье, я не знаю, наверное, бақытты болу керек. Не надо гнаться за другими людьми в плане быть в гонке в этой, потому что когда ты гонишься за мечтой других людей, то есть то, что не ты по-настоящему хочешь, а что тебе мозг твой навязал, увидел, что у других что-то лучше, и ты бежишь за этим, на самом деле можно всю жизнь бежать и вообще не понять, что ты был когда-то счастлив. Что, классно, супер. Ал біздің подкастымызды соңына дейін жетті. Өте керемет құнды подкаст болды деген ойдамын. Сізге де көп рахмет уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Осы подкаст ұнаса, комментарий жазып лайк қоюды ұмытпаңыздар, және біздің сіздерге сыйлығымыз бар. Комментарийге өз инсайттарын жазған 3 адамды Тельман мырза өзінің кумирімен таныстыратын болады. Я таныстырамын. Супер. Кім болса да таныстырамыз ғой? Әрекет етем, таныстырамын. Просто у нас во дворе меня ждут дети всегда. И я прям до 11 ночи одно время. Я прихожу, там дети говорят, мы вас ждали там 2 часа, познакомьте меня. Я говорю, ладно, если вы ждали, давайте скажите, с кем вас познакомить, я познакомлю. И они начинают Рональдо, Месси, и вот такой, да? И я говорю, а можно хотя бы там Анарбеков, знаешь, так? И они говорят, жоқ, Рональдоға звонда прямо сейчас. И вот чтобы кто сейчас выиграет, чтобы не было там Илон Маск, там еще что-то. Күшті, я Қазақстандағы деп айтайық, я әлемдегі емес, Қазақстандағы ең танымал өзіңіздің кумиріңізбен 3 адамды Тельман мырза сыйлыққа таныстыратын болады. Мүмкін бұл сіздің мүмкіндігіңіз болуы мүмкін, может сіздің лотереяңыз, ары қарай сол адаммен танысып, жолыңыз ашылып, кәсібіңіз басталып, ары қарай сіз де Қазақстанның атақты тұлғаларына айналуыңыз әбден мүмкін. Подкаст өте керемет болды. Сізге көп рахмет. Сізге рахмет. Сау болыңыз.